Вчерашнего дня забыли. Вас? Аким. А полностью фамилию, дата рождения откуда? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Саха, Якутия. Угу. Даете ли вы добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Да. Я сейчас вам покажу переписку нашу, которая вчера была с вашей мамой. Аким. Вот, мы отправили сообщение. Привет, мам. Я в плену нахожусь. Вот тебе видео делаю. Ты как освободись, на этот номер отпишись, чтобы я позвонил тебе. Просто напишите на этот номер, я вам дальше все скажу. Вроде все понятно, да? Дальше. Мама спрашивает, что вы хотите? Вот она вам. Ваша мама спрашивает меня, что вы хотите? Я отвечаю. Он же вам сказал, просто отпишитесь на этот номер, потом мы вам будем звонить, скажем, договоримся, когда будем звонить, или если вам нужно с ним разговаривать. Если вы не хотите с ним разговаривать, я и звонить не буду. А что мы можем разговаривать? Где он находится? Я знаю, что в плену. В каком лагере? Вы скажете? Что-то мне не верится, пишет ваша мама. Смотрите, я думаю, вы не в том положении, чтобы устраивать мне какой-то допрос. Я и так вам делаю услугу, даю вам возможность поговорить с сыном. Значит, разговаривать вы будете завтра, скорее всего, если захотите. Если не захотите, то не будете. Завтра в течение дня я вам за полчаса до разговора напишу, что я с ним начинаю разговаривать, вести интервью, я журналист, и напишу вам. Захотите — ответите, не захотите — не ответите. Все. На этом, я думаю, мы исчерпывающе с вами уже обо всем договорились. Все нормально, корректно, ничего без всяких там каких-то, я не знаю, некорректных выражений. В ответ вашей мамы. Нет, я разговаривать не буду. Почему так? Она если знает, значит там уже в России знают, что я в плену. Я понимаю, в России знают, что вы в плену, а как-то что она не хочет поговорить с сыном, увидеть сына, услышать сына. Значит, ФСБшники, может, ей сказали, или кто там, может, нельзя, или я не знаю. Думаете, это нормально? ФСБшники, так это что, смотрите, вы мобилизованы или контрактник? Контрактник. Контрактник. То есть вы подписали контракт, пошли воевать, да? А теперь попали в плен, теперь ФСБшники ходят к вашей маме, говорят, что она не может с вами поговорить? Может, то, что на съемку там нельзя такое. Так это можно и без съемки сделать. То есть это можно просто поговорить во время съемки, я ничего не говорю, ну и что так, а просто спросить, как здоровье, увидеть чисто, Это же нормально вроде должно быть для мамы, захотеть увидеть своего сына. Да. Ладно, разберемся. В каком подразделении вы служили, воевали? Полк 1466. Что побудило вас подписать контракт? Какая мотивация была? Деньги, и чтобы судимость снять. Вы в 23 года уже успели, 22, наверное, да, успели уже судимость заработать? Да. За что? За кражи по малолетке. Кражи по малолетке. Сколько отсидели? 3 года 10 месяцев. 4 давали, 2 месяца скинули. Так это немало. Это в 19 лет вы заехали или 18? 16. В 16. В 16, может быть, даже. Собственно говоря, если бы вы поехали сюда, то вам бы сняли бы прошлую судимость. Очистили бы биографию, так как называют, да. Или просто была еще одна, которую нужно было избежать? Нет. Не было. Деньги, снятие судимости. Как вы сейчас относитесь к тому, что вы сделали, к своей мотивации? Изменили ли вы подход, то есть понимание, сделали бы вы еще раз то, что сделали? Нет. Почему? То, что не так, это там война, лучше вообще не ехать. Почему? Потому что много смертей. У вас конфета? А? Вы едите конфету? Нет. У вас есть что во рту? Впечатление просто, может, зуб шатается, нет? Не.
Привычка такая? Понял. Ну, окей, ничего страшного. Так что не так в этой войне? Гибнуть много, да и незачем вообще. Бессмысленно. Понял. Так вы же... Да. А до этого думали, что здесь что, просто травку покосить, не знаю? Ну, не так думал, не так серьезно, то, что как предполагал, как думал. Не буду я за вас говорить, но вот этой фразой добьем, в общем, да. Вы думали, что здесь больше шансов выжить, чем на самом деле? Да. Хорошо. Сколько шансов здесь погибнуть? Вот пошел, подписал контракт. Вам повезло, вы попали в плен. Повезло или не повезло? Да. Повезло. А сколько шансов было погибнуть из 100? Давайте так. Ну, 60-70. 60-70. А еще оставшиеся 30-40, сколько шансов остаться инвалидом? Ну, 20 где-то там. Понял. Понял. Все, ясно. Короче говоря, вернуться домой целым и здоровым шансов мало. Да. Скажем так, мало. Понял. Расскажите, в каком месяце вы начали воевать? В каком году и месяце? В 2023 году заехал в Украину в конце августа. В конце августа куда? Донецкая область. Сначала под Мариуполем, там в полигоне были. Ага. Как долго? Там 3 недели были. Угу. Дальше. Потом поехали в деревню Старомалыновка Донецкой области. И там в лесополосы пошли на вторую линию обороны. Месяц там просидели, потом нас на первую линию обороны вперед подвинули. И там вот сначала в одной лесополке, потом в другой вот до апреля месяца. А там в этих лесополках что происходило? Ну, там оборона у нас была, просто сидели и дежурили на позиции. А штурма были? Штурма начались в 24 году, в феврале. Вас штурмовали или вы штурмовали? Мы. Вы штурмовали. Что вы штурмовали? Какую позицию или населенный пункт? Там спереди нас, получается, идет поперек длинная лесополоса ваших, и за ней деревня Старомайорская. Угу. Старомайорская, наверное. Да. Так. И вот мы должны были вот эту, ну, впереди лесополосы вот эти взять. Должны были, начиная с февраля, вот с конца, ну, до лета, короче, где-то приблизительно, вот эти позиции взять. Угу. И пытались их взять? Да. То есть вы штурмовали. Вы участвовали в штурмах? Ну, я ходил в группе закрепа. Как бы вперед шли штурмовики, они должны были выбить ваших, а мы должны следом заходить и все, и держать вот так вот. А как много удалось оккупировать позиций? Ну, там получается сколько-то, ну, процентов 40 вот этой лесополосы, серую зону сделали, просто разбомбили и наши, и ваши, там никто не закрепился. Угу. А все остальное вот ваши сидят как бы. Угу. А потерь много? Потерь, да. Вы эвакуировали 300-х, 200-х? Ну, оттуда нет, а так, ну, я видел. Там, ну, вы в группе закрепа были, вы же должны были видеть погибших. Ну, видел то, что до этого, до нас ходили, другие видел. Там были среди них наши военные, украинские? Ваших нет. Мы потому что дошли, вот только я дошел один раз только конкретно на ваши позиции, а до этого нас на полпути уже 300-200 было. Ну, не подпускали, в общем. Там вообще, если кто-то проскользнул, прям, ну, лицом к лицу к вашим, это мало кто может так. В основном артиллерия еще на полпути выбивает. А вам удалось проскользнуть лицом к лицом с нашими стать? Да. Как это было? Ну, в 4 утра, получается, 18 апреля 2023 года мы через поле по открытке 800 метров пошли прямо на ваши позиции. Пей, это чистая вода. Спасибо. Я просто слышу, что сушняк, судя по всему. Ну, жарко. Ну, и что дальше? Получается, пошли, ну и как-то проскользнули, помимо, чтобы дрон не увидели. Нам сказали, то, что уже
как бы штурмовать не надо, нужно просто зайти закрепиться. То, что перед вами пошла группа другая соседней бригады, якобы они там уже все сделали. Даже сказали там, посмотрите, там наши 3 человека точно сидят, вот куда вы пойдете, не стреляйте. Ну, мы и пошли, как бы, ну, у вас спокойно подошли, а ваши там уже ждали и наткнулись на стволы автоматов. Ну, как бы без вариантов все. У нас было вот 3 человека, и, их там вот с одной стороны человек 5, и с других сторон тоже сидели они, ваши. Как бы просто вот зашли в тыл и нас на автоматы. Ну, понятно. А кого-то за 200? Мы нет. Вас, из ваших? Потом, после нас, короче, вторая группа пошла, когда нас в плен взяли. Пошла вторая группа, у нас 3 группы было. Вторую группу вроде как, по рации слышали, 300-200 было. Ну, в поле, потому что там чистое поле. Они уже поняли, что все, идут. И там уже срисовали, получается, ваши дроны, ну и все. Вы, вот когда говорят о потерях российской армии в таких случаях, вы понимаете, почему такие потери большие? Да. Почему? Бессмысленный штурм. Вы идете в чистом поле, по вам отрабатывают птички, артиллерия, стрелковое оружие. Так? Больше всего от артиллерии. Говорю для украинских зрителей, это вовсе не означает, что мы прямо сейчас всех победим. Нет. Это тактика местных штурмов, которые они используют, но смысл в том, что мяса у них очень много, если сказать максимально просто. Поэтому им иногда удается захватить какую-то позицию, потому что на них просто не хватает арты и дронов тех же самых. Поэтому донатьте на ЗСУ, кстати. Зачем эта война? Ради чего эта война нужна? Ну, нам говорят, что Америка вообще якобы вами Америка? манипулирует, чтобы, короче, на территории Украины разместить свое блок НАТО, поставить оружие. А России якобы невыгодно, чтобы на границах были американцы и их оружие, поэтому они вот так вот как-то так. А про Финляндию, Швецию что-нибудь говорят в этом контексте? Нет, я не слышал. Я только вот со Просто это были нейтральные страны, которые во время того, как Россия напала на Украину, быстренько вступили в НАТО. Для того, чтобы обезопаситься, потому что и они граничат с Россией. И от Финляндии подлетное время меньше, чем от Украины. Ну, до Санкт-Петербурга, по крайней мере. А до Москвы примерно то же самое. И ничего. Все нормально. Американцы манипулируют, вступили в НАТО. И ничего. А Украину в НАТО даже брать не собирались на тот момент, когда Россия вторглась. Представляете? Какая несостыковка. Те вступили и ничего, и на границах. А нас даже брать не собирались. И вот, а теперь собираются. Уже после этого всего. Натовцев много видели? Нет. Американцев? Нет. Ну а как вы вообще к этому относитесь, к этой идее, что там типа натовцы Украиной манипулируют? Да, это понятно, потому что никто в это не верит. Нет, это официальная версия, одна из них. Вообще, знаете почему? Вот эта вот версия, почему по российскому телевидению начали рассказывать о том, что мы воюем со всем НАТО. Не знаете? Подумайте. То, что они оружие вам поставляют из-за этого. Оружие поставляют, но нет, там же не говорят конкретно о поставках оружия. Там конкретно уже говорят, что воюет все НАТО вот в Украине, на украинской стороне. То есть украинской армии вообще тут фактически нет, здесь воюет НАТО. Вот так вот. Почему так? То, что якобы их инструктора вас обучают, ваших военных, то, что наемников у вас много говорят со всей Да. Вот фактически, я, правда, не знаю, нахрена нам их инструктора, если наши военные воюют и имеют боевой опыт. Зачем нам какие-то инструктора из Америки, которые знать не знают вообще, что такое эта война? Что они будут тут инструктировать? Нет. Конечно, когда речь идет о освоении хаймарсов, например, то тут, конечно, нам нужны инструктора американские, потому что, а как? Только, насколько я знаю, это мы едем туда учиться, а не они сюда. Нет.
По российскому телевидению рассказывают о том, что воюют со всем НАТО по совсем другой причине. Потому что в 22 году думали за 2-3 дня взять Киев и все закончится. А получается, что война растянулась уже на 3-й год. И как бы признать тот факт, что фактически на равных российская армия воюет с украинской, ну, а они же не ставили украинскую армию вообще ни во что. Как бы, 2 дня и все, да. И теперь очень неудобно признавать тот факт, что российская армия наравне воюет с украинской, и причем при том, что еще и несет и большие потери. Ну, как раз за счет вот этих вот таких вот местных штурмов. Поэтому, да, поэтому легко выдвинуть версию о том, что, а нет, это вообще Третья мировая, и Россия воюет со всем остальным миром. Вот так. Не? Не похоже? Ладно. Заработал денег. Ну так, за первые полгода не выплатили, должны были выплатить еще. Начали вот только с января месяца полную зарплату. С января только начали полную зарплату? Да. Из твоих знакомых, друзей, ну, я не знаю, товарищей, с которыми ты служил там вместе, были 200-е? Были. За что они погибли? Да ни за что, по своей глупости. За что? За что? За деньги вот эти вот. Молодец. Видишь? Субъективно за деньги, а объективно за попытку Путина захватить украинские территории. Ты с этим не согласен? Согласен или не согласен? Да. Ну, говорит, да, нет, ну что ты самое вытягиваю? Ты якут? Нет, А кто? русский. Просто там родился. Эти русские. Я понял. Ладно. Посоветуй своим друзьям, другим там, землякам, родственникам, близким, людям, которые тебя знают. Посоветуй, пусть идут воюют. Да, лучше не иди. Это в большинстве случаев 200 или 300 или 300. Там. Или плен. В плену и неизвестно, сколько можно просидеть. Я не верю, что твоя мама руководствуется тем, что к ней пришли ФСБшники. Никто к ней не приходил. Вот, потому что... Объяснить почему? Смотри, вот это сообщение, видеосообщение, оно дошло сразу, вот как только вы вышли отсюда, да? Через 20 минут она мне отписала. И потом весь этот наш разговор продлился еще 15 минут. То есть она банально не могла успеть с кем-то там еще поговорить. Она руководствовалась своими взглядами. И вот тут она как бы, я вижу вот в этих нотках, а что мы можем разговаривать? Где он находится? Что-то мне не верится. То есть здесь я чувствую такую серьезную предвзятость. Как будто я ее хочу обмануть, или там, не знаю, может быть, шантажировать, или нахрубить, или... Я не знаю, что. То есть видно, что у нее, такое глобальное, короче говоря, недоверие к абоненту. Так? Да. Я просто думаю, если бы даже она начала бы просто бы с вами разговаривать и выяснила бы все эти вещи, задала бы все эти свои вопросы, наверное, это был бы более правильный подход, чем сказать просто тупо «я не буду разговаривать». Да. Хотите ей что-нибудь передать? Она будет это смотреть, наш разговор, как правило, вот он, какой есть, такой есть. Мы, правда, недолго совсем с вами поговорили. Вот, но она будет это смотреть, и я хочу ей, чтобы вы записали какое-то видеообращение, отправили. Да, и потом посмотрит со стороны и оценит как бы свой поступок. Потому что я же понимаю, что ваша мама считает нас какими-то, наверное, до сих пор нацистами, потому что ей по телевизору рассказали, что мы нацисты. Правильно? Так. То ж меня снимали, когда в плен только взяли, ей отправляли. Может, они там что-то, кто там уже был, разведка или кто были, я не знаю. Точно. Может быть. Может, они ей что-то там... Может быть. Может, нагрубили, да, может как-то. Это может быть. Но и это закономерно. Знаешь почему? Что ты тут делаешь?
Но если бы я к тебе в Якутию пришел с автоматом, потому что вы там... Вами Китай манипулирует, накачивает вас оружием. И мне надо срочно идти вас воевать. Чтобы, не дай бог. Ну или еще какая-то причина, или я не знаю. Короче, суть в том, что я оказался у вас с автоматом. Вы меня берете в плен. У вас ко мне какое отношение будет? Негативные. Ну, такое же, как и к вам. Хотя здесь, я не знаю, скажи сам, как тебе вообще в этом лагере живется? Да, нормально. Я думал, что будет хуже намного. Свежий воздух, природа, питание трехразовое. Работаешь? Да. Что делаешь? В швейном цеху. В швейном цеху. Ладно, давай твоей матери скажем пару слов. Может быть, она задумается. А можно сказать? Неважно. Там, Ну, говори. Поехали. привет, мам. Я нахожусь в военном лагере для военнопленных. Называется... Неважно. Ну, ты можешь там узнать через интернет, через волонтеров. И ты там в часть там скажи, то, что я вот здесь вот нахожусь, чтобы списки на обмен подали там, ну, чтобы не был без вести пропавший. Или 200. Да, или 200, как они там могут, ну, чтобы это. Ну, в общем, нужно там в военкомат сообщить и в часть вот в мою, ну, ты знаешь, как бы. А еще у вас тут есть IP-телефония, через которую вы, в принципе, тоже можете связаться с домом. А наши пленные в России ничего этого не имеют. Ни нормальных таких условий жизни, ни нормального питания, ни возможности связаться. Ну, им так вот это иногда дают для картинки. Да, ну вот, как сейчас могут сказать, что это для картинки я вам даю. Только проблема в том, что помимо картинки здесь еще есть IP-телефония официальная. Есть? Да. Есть. Я уже просто вызываю тех, которые по какой-то причине не смогли связаться. Ну теперь думайте, кто из нас нацист? Те, которые издеваются над нашими пленными там в России, не дают ни позвонить, ничего, ни родным не дают никакой информации, или мы? Вот я с вами поговорил, она отказалась с вами говорить, я ничего, давай запишем. Ну это, знаешь, можно объяснить такой фразой, как когда-то в детских книгах читали. Добро, оно сильнее зла все равно, понимаешь? Оно все равно победит. Вот я это сделал, она, может быть, задумается, что что-то вам там по телевизору Врут. немножко. Или правду говорят. Нет. Потому что если по телевизору вам говорили правду, то, может быть, ты и за деньгами сюда бы не поехал. Не пошел бы.